Самый большой порок – верхоглядство. То, что понято, оправдано. Оскар Уайлд. Мы даже не станем рассказывать все эти жуткие истории, потому что они есть у каждого. Потому что действительно каждый из нас сегодня ощущает эту острую нехватку врачей. Конечно, нужно каждый раз оговариваться, а каких именно врачей. Потому что, скажем, всех наших с вами зубов не хватит сегодня на всех существующих стоматологов. А вот если у нашего известного сказочного героя возникли бы проблемы сегодня, то проблема не возникла, потому что косметологов и дерматовенерологов сегодня просто пруд пруди. Но вот если ему пришлось бы сегодня решать его главную проблему с рукой, то с этим возникли бы проблемы, потому что хороших анестезиологов сегодня просто днем с огнем не сыщешь. Максимум, что ему пожелали бы, это крепкого здоровья и добавили: успокойся, не кричи-ка, нам от крика не втерпешь. Прищемлен в году минувшем, что ж ты в нынешнем ревешь? Кстати, это тот самый вопрос, который задают себе сегодня в районах. Не на камеру, правда. Принято считать, что медицина у нас теперь никудышная, плохая. Но давайте-ка дадим себе труд присмотреться, и мы увидим, что она неплохая, она несчастная. В Сармановской ЦРБ есть 103 ставки врача, а реально работающих 61 человек. Но вот кого нет? Уролога нет. Уролога нет, совмещается, да. Инфекционист совмещает у нас. Нарколог есть, психиатр есть, но психиатр, один врач уже, психиатр, нарколог, нам достаточно, может, да. Слева следующий руку перешли. Еще да. У нас хирургов не хватает, даже 4 врача нам. А где вот вы сейчас будете брать? Офтальмологи, хирурга? Они у нас внешние совместители, офтальмологи. Да. Пришел, ушел? Да, приходят, уходят. Да, создаются, конечно, большие очереди, потому что они могут один раз в неделю или 3 раза в неделю приехать. Как они справляются? Кроме внештатных, приходящих, уходящих работников, за себя и за того парня пашут свои. 60 человек в поте лица трудятся на 87 специальностях. Это средняя температура по всем больницам республики. Так было всегда и так, наверное, будет всегда. Потому что в год, скажем, из Казанского медицинского вуза, дай бог, если приедет 1 человек. Больше просто не бывает, квота такая. Есть еще программа 50 на 50. Это когда обучение наполовину оплачивает район. И таковых студентов сегодня уже 3. Но программа-то началась недавно. И тут молока не видали пока. Просто нет еще и не было выпускников. Нам бы желательно, конечно, не 2, а не 1, 2, 3 человека. Хотя бы 3 человека в год принимали бы. С министерством, с республикой надо уж договариваться. Мы вот с вами так пальчиком наверх показываем, так вот на Казань, да, на министерство. А там, конечно, пальчиком вниз тычут, что вы тут что-то не доделали. Ну вот эти пальчики где-то должны встретиться и нормально. Но где-то же сходятся эти пальчики. В Муслюмовском районе врачей тоже не хватает, но не настолько. Почти 90% обеспеченность. И это во многом тот самый земский доктор. Это когда любой желающий специалист получает сходу 1 миллион, если соглашается поработать как минимум 5 лет в такой глубинке. 30 человек пришли в эту больницу с 2011 года. Не будь этой программы, ситуация, скажем так, конкретно в нашем сельском районе была бы катастрофической. Первый раз меня кто-то выслушает наконец. Так, открытый дом. Ага. Сколько лет работаете? Я уже 6-й год. 6-й год. Никуда не уедете больше отсюда? Нет, не планирую. Все нормально у нас. Правда? Да. Не может быть. Не может быть. Ильнар Шарафутдинов уже отработал свои положенные 5 лет терапевтом. И стал таки миллионером. И остался при этом здесь. Я-то жить буду, а больница-то будет жить? Думаю, да. У нас прекрасные условия сейчас созданы. Даже больные с других районов соседних приезжают к нам, и они даже говорят, что таких условий, как здесь, нигде нету. У нас зарплата хорошая. Ну давайте так, больше 30, да? Да. 1 миллион ушел в дело. Вот он, кстати. Дом построили? Да. Ну, это благодаря еще, я забыл вам сказать, то, что у меня жена тоже педиатр, закончила тоже медуниверситет, но годом позже. И тоже приехала как бы в этот район. У вас 2? Да, поэтому... И вот мы видим эти 2 миллиона? Да. Удивительно, но в муслюмовские больницы и поликлиники возвращаются и выпускники вузов, что редкость. Сегодня любой глава района вынужден латать эти дыры собственноручно, но этот ямочный ремонт, безусловно, не всем по душе.
И мы разговариваем ежегодно с ними, встречаемся, обсуждаем, показываем наши новшества, показываем новое оборудование, спрашиваем, в каком направлении двигаться, что для них интересно. Кому-то офтальмология, кому-то хирургия, кому-то терапия. Глава Муслюмовского района ездит в Казань постоянно, сидит с этими своими целевиками, выпускниками, держит каждого за ручку, смотрит каждому в глаза, а другой глава не ездит, не смотрит, за ручку не держит. Это значит, что у нас где-то пусто, а где-то густо. Так должно быть, по-вашему? Главы виноваты, что ли, в том? Они должны все вот так вот действовать, как муслюмовский глава? Только так у нас что-то будет? Все зависит от конкретного человека, который возглавляет район? Ну, вообще, все зависит от людей. И от главы, и от граждан, и от всей системы. Должна быть выстроена система. И подготовки кадров, и распределение. Система есть? Где-то она проглядывается, но если есть такие вопросы, значит, системы еще нет. Я думаю, что должна быть общая концепция. То есть должна быть какая-то некая единая система. Ну что это, они так оправдываются? Возможно. Но ямочный ремонт точно придуман не современниками. Так было и, видимо, будет, поскольку перемена ценностей – это перемена созидающих, как говорил Ницше. Вот Мензелинский район. Тут ситуация самая аховая в республике. 68 ставок и лишь 31 человек на весь район. Поликлиника работает на половину мощности, больница на 36%. 17 человек то и дело едут из Челнов или еще откуда, чтобы на несколько часов закрыть главные дыры в обслуживании населения. Надежд на новые кадры, похоже, мало. В этом году мы планируем, к нам должен прибыть один специалист, который заканчивает клиническую ординатуру по хирургии. В следующем году один студент, который закончит 6-й курс. Вот видите, вы сказали «должен прибыть», вы не сказали «прибудет». Снова один человек в год. Вот вам и оптимизм, вопреки отчаянию. А что же земский доктор? Где эти миллионеры? Почему их не нашли? Да потому что Мензелинск – это какой-никакой, а достаточно средний город. И программа «Земский доктор» не распространялась до прошлого года на города. В Муслюмово с 2011 года 30 миллионеров, а тут ни единого. Ну кто виноват? Никто. И вот теперь внимание. А чего на самом деле боятся сегодня медики? У нас очень серьезный кадровый дефицит, и навряд ли мы сможем в течение года и ближайшего принять еще 30 сотрудников. Но если вы их сейчас примете, то майские указы вы выполнить уже не сможете. Сложно сказать, провокационный вопрос. Это обычный вопрос, просто он настолько изнаночный, что главный врач к нему просто не готов. Дело вот в чем. Дело в том, что у руководителя больницы или района сегодня на руках 2 пудовые гири. Одна – это майские указы, другая – это набор персонала. Что тяжелее, что перевесит? Сразу 2 эти задачи не решить. Вот почему. Мы говорили, в Мензелинской, например, ЦРБ 68 ставок, но есть только 31 человек. И вот эти люди закрывают собой 48 ставок. Это значит, что они подрабатывают, причем серьезно. И это значит, что они зарабатывают, причем порой существенно, зарабатывают так, как велят майские указы. А что, если мы сейчас наберем еще 30 человек и лишим этих людей приработка? В этом случае средняя зарплата по больнице ожидаемо упадет, и выполнение майских указов окажется под угрозой. Много ли счастья и кому, по факту, это принесет? Зарплатный фонд не резиновый. Возможно, это частная ситуация, но мы-то говорили об этом со многими. Ну, совместно с администрацией Центральной районной больницы и с Министерством здравоохранения этот вопрос будем прорабатывать. Но это важный вопрос? Важно. Может быть, это и секрет, но это секрет Полишинеля. Так или иначе, каждый район как может, а может он не всегда, старается. В Мензелинске выделяют служебные квартиры, в Сарманово, как и всюду, платят за учебу студентов, в Муслюмово дают земли, в Челнах, где тоже все непросто, где тоже в Ополе березка стояла, рыщут уже по соседним регионам в поисках специалистов. Тут, конечно, тоже нет программы «Земский доктор», но есть, пусть не миллион, но 500 тысяч, даже 600, 100 тысяч еще от города сверху. По большому счету, точечные поиски хорошего врача – это давно уже драка. Без правил. Идет борьба за то небольшое количество врачей, которые есть. Да, сегодня это штучный товар. Сегодня борьба идет между регионами. Мы совсем ничего не сказали о зарплатах врачей. Как же так, подумает зритель, а не в них ли все дело? Не сказали, потому что дело, как ни странно, как ни странно, как раз не в них. Средняя зарплата врачей, столь необходимых сегодня специальностей,
57-58 тысяч рублей. Они практически одинаковы в каждом районе. Нет людей на эти деньги. Может быть, их просто мало осталось, таких идейных, из нынешнего поколения 90-х. И это отчасти правда. Их и родилось-то куда меньше. В этот век быстрых и легких денег, когда ценится то, что есть у человека, а не то, что есть в нем самом, наш герой просидит, наверное, еще долго на своем пеньке со своей проблемой даже в самом центре Казани. Иных уж нет, а те долечат. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.